эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Саха-академический театр имени Аюнского запустил новый проект. Его цель – рассказать жителям и постоянным читателям о создании известных якутских спектаклей. В Сунтаре прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия. Среди правоохранительных органов в упорной борьбе участвовали 15 команд. На Ленских столбах состоялся первый вертикальный забег. Спортсменам предстояло преодолеть 2600 метров по экологической тропе. Росгидромет прогнозирует сложное половодье в этом году из-за раннего вскрытия рек на 10-15 дней раньше нормы, высокого риска образования заторов, уровни воды выше нормы ожидается в большинстве федеральных округов, включая Сибирь и Дальний Восток. Для мониторинга ситуации ведомство использует нейросеть, спутниковую группировку и систему ГИС-гидрологии, а также прогнозируется ранний и затяжной пожароопасный сезон, который продлится до октября. В Якутии для профилактики лесных пожаров продолжат эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Что касается паводка в Якутии, вскрытие рек ожидается на 3-5 суток раньше нормы. 15 апреля закроются ледовые переправы в центральных районах Якутии. Проезд для всех видов транспорта будет запрещен уже с 27 марта. Снижена грузоподъемность на ключевых маршрутах, включая переправу Якутск-Нижний Бестях. А с 8-10 апреля ограничения станут еще строже. Допустимый вес машин сократят до 20-40 тонн в зависимости от участка. На некоторых направлениях, например, Хатаса-Павловска и Кангаласа-Сотенцы, пока действуют более высокие лимиты. Но ситуация под контролем. При ухудшении состояния льда ограничения ведут оперативно. В северных и арктических районах переправы планируют закрыть 20-24 апреля, но сроки могут сдвинуться раньше из-за погоды. Министерством образования и науки республики продолжается реализация мер поддержки участников СВО, членам их семей. Так, с 30 по 31 марта проходил второй республиканский форум классных руководителей и кураторов СПЛ. В его рамках прошла благотворительная акция по сбору медикаментов, а также мастер-класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих спецоперации. Участниками было собрано 3 коробки медсредств и сплетена одна сеть. Вместе с этим волонтеры общественного движения «Боевые шелкопряды» Якутии организовали выставку, на которой были представлены их изделия: антидроновые одеяла, маскировочные накидки и также сети. Общественное движение «Боевые шелкопряды Якутии» объединяет более 15 филиалов в районах нашей республики. Волонтерами в основном являются люди пожилого возраста, это ветераны труда, тыла, которые своим трудом вдохновляют и помогают нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Результатом данной акции, можно сказать, отрадным является то, что одна из школ Северного Улуса изъявила желание о совместной закупке расходных материалов и совместной работе с общественным движением «Боевые шелкопряды Якутии». Со школьниками и с воспитанниками патриотических клубов школы Амгинского района встретился герой России Алексей Петров с позывным «Медведь». Боец поделился фронтовыми историями и получил почетный знак «Гордость Амгин». Также при его участии в школе номер 2 открылся современный кабинет основ безопасности и защиты Родины, оснащенный всем необходимым оборудованием, позволяющим как проводить видеолекционные, так и практические занятия для учеников по нацпроекту «Молодежь и дети». Я думаю, что такие встречи нужны, потому что, как уже говорил, да, дает уверенность, храбрость. Мы пришли всем составом нашего Амгинского лицея, ВПК «Звезда», и мы очень рады, что нам предоставилась такая возможность встретиться с героем России. В Сунтаре прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия среди правоохранительных органов Западного и Вилюйского округов. В упорной борьбе участвовали 15 команд по стрельбе из пистолета Макарова. Первое место завоевала команда Вилюйска, второе – хозяева из Сунтарского Улуса, а третье досталось нюрбинцам. Патриотический дух этих состязаний с каждым годом только крепнет. В данных соревнованиях участвуют, как вы видите, сотрудники органов внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности, Управление Федеральной службы судебных приставов. И также в наших соревнованиях участвует Росгвардия. В общем, участвуют 54 сотрудника. Соревнования первые, которые проходили, они
географически участвовали вилюйские группы районов. В этом году соревнования проводятся среди западных районов нашей республики. Сюда в этом году приехали из города Ленска и также из города Мирного. В рамках юбилейной даты 120 лет Саха-академическому театру имени Аюнского стартовал совместный проект театра и краеведческой библиотеки филиала номер 1 имени Белинского «Книга, театр, артист». Его цель – рассказать жителям и постоянным читателям о создании известных якутских спектаклей, их авторах и артистах, участвовавших в их постановке. На первой встрече участникам было предложено ознакомиться с творчеством Семена Николаевича Курилова из уст участников его спектакля. Среди них известные и заслуженные артисты России и республики Анатолий Николаев, Степанида Борисова, Домна Уйгурова, Кирилл Семенов и Герасим Васильев. Этот спектакль начинал звездный полет нашего Саха-театра. И мы начинаем рассказ с 1980 года, когда был поставлен спектакль. И впервые в 1985 году Саха-театр гастролировал 6 спектаклем в Москве. Это был такой прорыв, и с тех пор вот наш театр, самый северный, был известен по всей России. В Мегино-Кангаласском районе состоялась товарищеская встреча между командами НВК «Саха», села Ломтука и Якутского научного центра Сибирского отделения «Соран». О том, как прошло состязание и кто одержал победу, узнаем в следующем сюжете. Соревнования проходят уже 3-й год подряд и с каждым разом собирают все больше участников. Их цель – распространение массового спорта и здорового образа жизни. В этом году они прошли на базе Толыминской средней школы по 6 разным дисциплинам. В этом году мы участвуем в 6 видах спорта. С каждым годом спартакиада становится интересней, все больше участников добавляется. Ну и в этом году, конечно же, мы все настроены только на победу. Хочу поблагодарить жителей села Ламтука за гостеприимство и за то, что ежегодно приглашают нашу команду в свою спартакиаду. Сначала команды испытали свои силы в игре дартс и пулевой стрельбе. Одним из самых зрелищных этапов стала стрельба из традиционного лука с дистанции 15 метров. Здесь участники демонстрировали не только меткость, но и уважение к национальным видам спорта. Традиционным луком я занимаюсь уже где-то месяца 3 основательно. Основательно. До этого был просто интерес, а благодаря тому, что руководство наше открывает практически все двери, проводит внутри спартакиаду, проводит еще соревнования, вот такие вот встречи с наследами, с районами. И в любом случае это большой импульс к тому, чтобы пойти и заниматься спортом. Продолжили праздник спорта соревнования по настольному теннису, а также состоялась игра по волейболу. Матч прошел в 3 партиях. Один из сотрудников Якутского научного центра вышел на площадку со своим братом и женой. Все трое любят спорт и состоят в сборной по волейболу. Мы сейчас пока сыграли одну игру со сборной команды НВК «Саха». Ну, игра трудная, уровень очень близкий, поэтому игры такие с накалом. Надо попотеть. Завершились состязания перетягиванием каната. По итогам всех дисциплин победу одержала команда Якутского научного центра. Мы проводим традиционно, это нас объединяет. Мы приехали внушительной командой, и я думаю, для населения это будет стимулом, главным стимулом для наших детей. И наши сотрудники будут дальше заниматься. Будьте здоровы, всем мира и добра. Спортсмены во 2-й раз стали обладателями переходящего кубка, подтвердив свое лидерство в товарищеской встрече. Соревнования еще раз показали сплоченность команд и стремление к высокому результату. София Мельникова, Екатерина Амосова, Иван Саракаумов, Мегино-Кангаласский улус. В селе Петровка Мегино-Кангаласского улуса прошел турнир по боксу, посвященный 75-летию Афанасия Петрова, кандидата в мастера спорта СССР и 10-кратного чемпиона ДСУ «Урожай». Именно этот спортсмен вошел в историю как победитель первого на территории Якутии профессионального боксерского поединка.
Покори Ленские столбы. Под этим слоганом на Ленских столбах состоялся первый вертикальный забег Лабуджарун. Спортсменам предстояло преодолеть 2600 метров по обновленной экологической тропе с набором высоты 144 метра. На спортивном празднике побывала наш корреспондент Виолетта Засимова. За несколько дней до забега участники получили свои стартовые пакеты с фирменной экипировкой. Изначально к соревнованиям планировали допустить всего 100 человек, но по многочисленным просьбам квоту увеличили до 132. Строгий лимит обусловлен заботой о природе. Организаторы стремились не перегружать экологическую тропу и избежать давки на дистанции. Ну все, к забегу готовы. Всем удачи! В день забега все началось с энергичной разминки и традиционного обряда благословения Алгыс. Старт сделали в веерном формате. Бегуны выходили на дистанцию по 2 человека каждые 20 секунд. Бегунов на экологической тропе ждали 9 площадок для перевода духа. И если первые участки дистанции давались хорошо, то на крутых отрезках тропы многие спортсмены были вынуждены перейти на шаг. На финише каждого ждали уникальные медали с символикой забега и потрясающий вид на Ленские столбы сверху. Молодцы! Поздравляем! Отдельным украшением события стали участники в тематических костюмах, которые привнесли в забег свой особый колорит. У нас, получается, костюмы – это якутские ботуры. И вот мы решили поддержать сам забег и вот сделать такой сценический специальный костюм. И вы в нем бежали наверх? Да, целиком. И как вам? Ну, несложно, потому что костюм легкий. Единственное, что чуть-чуть мешали наши атрибуты, а так в целом нормально. Итоги подвели уже внизу у подножия Ленских столбов. Обладателей лучшего времени награждали в 3 возрастных категориях – от 18 до 35 лет, от 36 до 49 лет и старше 50 лет. Также организаторы вручили специальные призы в номинациях «За волю к победе» и «Самый старший участник». Абсолютными победителями признаны двое. Среди женщин лучшей стала Анна Кузьмина с результатом 17 минут 38 секунд. А среди мужчин Леонид Зыков, преодолевший трассу за 12 минут 41 секунду. Леонид – опытный атлет и триумфатор многих крупных марафонов. Однако в вертикальном забеге он участвовал впервые. Здесь набор высоты. Бежалось тяжело, другие мышцы работают, окисление жестко идет, по ногам сразу. Все участники забега остались в восторге от пройденного маршрута и выразили надежду, что забег станет ежегодной традицией. Мы надеемся, что в следующем году мы сделаем еще на более высоком организационном уровне и намного с хорошими призами. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.